Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о череде аварий на улице Привокзальная. Он в сознании был, у него кровь текла из головы, но он очень высоко прилетел. Один из водителей въехал в столб, прохожего, который бросился ему на помощь, тут же сбила машина. В Нижнекамске стартовало дело о нападении на женщин в парке «Семья». Всего от действий мужчины пострадало 4 женщины. Мужчину обвиняют в 8 эпизодах по 2 статьям. А также задержание удмуртского гастролера в Казани. 25-летний ранее судимый уроженец Удмуртии свою вину признал полностью. Он крал технику и деньги, проникая ночью в школы и кафе. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Бросился на помощь, но в итоге она потребовалась ему самому. Череда аварий произошла поздним вечером на улице Привокзальная. Сначала водитель Nissan врезался в столб. Эту картину застал глухонемой прохожий, который поспешил на помощь водителю. Но, сделав всего несколько шагов, его сбил другой автомобиль. Когда на место приехали сотрудники госавтоинспекции, они заподозрили, что один из водителей может быть пьян. Айрат Назипов был на месте происшествия и узнал все подробности. Он побежал, он хотел помочь, думал, пострадавший в машине есть. И поэтому он побежал. В итоге пешеход сам стал пострадавшим. За несколько мгновений до наезда на этом участке дороги в аварию попал Nissan X-Trail. Водитель иномарки въехал в столб. Рядом проходил глухонемой прохожий. Посчитав, что автомобилисту нужна помощь, он, не посмотрев по сторонам, перебежал дорогу. В итоге его сбила Kia Rio. Он в сознании был, у него кровь текла из головы, но он очень высоко прилетел. 34-летнего мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области. Сбивший его водитель такси отметил, что у него даже не было шансов избежать наезда. Освещения не было. Ну его плохо видно, да, получается, было? Вообще не видно. Вообще не видно. Сам последний момент, получается, увидел. Он даже не посмотрел, не повернулся. Просто выбежал и... 2-3 шага, вот. На место приехали сотрудники ГИБДД и стали восстанавливать картину произошедшего. Если с наездом все было понятно, то авария с участием Nissan вызывала вопросы. Изначально группа поддержки водителя иномарки заявляла, что водитель попросту не справился с управлением. Но инспекторы посчитали, что немаловажную роль в аварии сыграло состояние автомобилиста. У него имелись признаки алкогольного опьянения. Вскоре эти подозрения подтвердились. 1,058. После прохождения экспресс-теста на алкоголь нетрезвый мужчина не спешил подписывать протокол. Он начал спорить с сотрудниками и заявлял, что вообще не причастен к столкновению. За рулем-то я не был. Все укладывается, ладно, по максимуму получится. А кто за рулем был? Равиль, трезвый человек. То есть за статью 306, 307 УК РФ расписывается человек, и посмотрим, кто был за рулем, ладно? Ну, ладно. Задача вон показать, задача заведомо вон показать. Посмотрим тоже, да. Ознакомьтесь. Ну, сперва докажете, блин. Теперь свои аргументы он будет приводить уже в суде. За езду не в трезвом виде мужчине грозит как штраф в размере 30 тысяч рублей, так и лишение водительских прав. Восстанавливать же автомобиль ему, вероятно, придется своими силами. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Крупный денежный штраф и лишение водительских прав грозит и водителю Kia Rio. Он уснул за рулем автомобиля прямо на проезжей части. Инспекторов вызвали очевидцы. Они видели, как мужчину вырвало в салоне машины, после чего он отключился. В том, что мужчина пьян, инспекторы не сомневались. Однако им потребовалось много сил и времени, чтобы привести его в чувство. 58-летний мужчина погиб под колесами «Лады Калина» в Сармановском районе. 20-летний парень задавил пешехода около полуночи. Все произошло на 2-м километре автодороги Саклов-Баштулы-Саклово. Установлено, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сразу после наезда водитель, испугавшись за последствия, спрятал свою машину в стоге сена и скрылся. Сотрудникам ГИБДД потребовалось чуть меньше 6 часов, чтобы установить и задержать предполагаемого виновника аварии. Теперь молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы. Kia Optima догнала Kia Rio на улице Муланура-Вахитова. Корейские иномарки двигались в одном ряду. В какой-то момент водитель такси снизил скорость и остановился на проезжей части из-за образовавшегося затора. Второй этого не видел. Что стало причиной ДТП, расскажет Наталья Мезина. Повезло, что в салоне автомобиля такси не было пассажиров, иначе последствия были бы куда серьезнее. После удара задняя часть корейской иномарки была сильно смята. Так останавливался, я затормозил, отвлекся, так, бежать. По
рассказам таксиста, причиной аварии стала банальная невнимательность со стороны второго участника ДТП. Мужчина не заметил, что впереди едущие автомобили начали тормозить и въехал в остановившуюся иномарку. Без комментариев. Комментарий не хотим давать. Спасибо большое. Но вину признаете, да? Вино? Нет. Все, без комментариев признаем, вино признаем. После оформления аварии водителям оставалось лишь вызвать на место ДТП эвакуаторы. Наталья Митина, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» снес металлические конструкции на улице Горького. Часть забора отлетела на стеклянную дверь одного из заведений, разбила ее. В происшествии чудом никто не пострадал. Водитель не смог объяснить произошедшее, так как находился в эмоциональном шоке. Огонь уничтожил один автомобиль и повредил еще 3 припаркованные машины в поселке Зяб в Набережных Челнах. Первым загорелась Ауди. Она вспыхнула в 3 часа ночи из-за неисправной электрики. От высокой температуры оплавились стоявшие рядом Kia Rio, Mitsubishi Lancer и Lada 14 модели. Их удалось спасти, в отличие от немецкой иномарки, которая полностью сгорела. В Нижнекамске начали рассматривать дело Альберта Халиуллина. По материалам уголовного дела ранее судимый мужчина в начале июля среди бела дня нападал на женщин в парке «Семья». В основном пострадавшими были беременные девушки и женщины с маленькими детьми. Сразу после нападения его задержали, но затем отпустили. Лишь спустя несколько дней его снова заковали в наручники и возбудили в отношении него уголовное дело. Что он сказал в зале суда, знает Айрат Назипов. Ни подсудимый, ни его адвокат не были рады присутствию журналистов в зале. Альберт Хабибуллин и вовсе скрывал свое лицо. Процесс начался с того, что сторона защиты выступила с ходатайством. Трудовая книжка на него, военный билет на него, в котором отмечено, что он освобожден от воинской службы в связи с язвой желудка. Свидетельство: он учился на повара. Постановление условно-досрочная справка об условно-досрочном освобождении с печатью. Печальную славу 34-летний подсудимый получил в начале июля этого года. Он разгуливал по парку «Семья» и пинал проходящих мимо женщин. Мужчин не трогал. Все его действия попали в объективы камер видеонаблюдения. Видно, что в одном случае он напал на беременную девушку. Тогда ее спас прохожий. Всего от действий мужчины пострадало 4 женщины. При этом один раз он напал на женщину и стал ее избивать в присутствии малолетних детей. После серии нападений мужчину задержали, но тут же отпустили. Правда, спустя несколько дней после общественного резонанса его арестовали. А Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нижнекамских полицейских по статье «Халатность». Сейчас Альберта Хабибуллина обвиняет в 8 эпизодах по 2 статьям – хулиганство и истязание. Виновность себя в данном моменте не признаете, не признаете? Знаешь, частично. По каким-то по эпизодам частично признаете? Либо по каждому эпизоду частично признаете? 3 года назад этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он также нападал на женщин, грабил их и бил. Тогда его приговорили к 4 годам колонии, однако он освободился досрочно. Следующее судебное заседание состоится 22 сентября. Суд намерен выслушать потерпевших. Айрат Назипов, Александр Халин, Булат Абдульманов. Вызов 112. В Казани задержали подозреваемого в серийных кражах. Мужчина, по версии полицейских, проникал по ночам в школы и кафе, после чего забирал оттуда технику и деньги. Оперативники быстро вычислили нежданного гостя. Им оказался 25-летний житель Удмуртской республики, который находился в федеральном розыске. Рамиль Шайдулин расскажет, кого и на какую сумму он обокрал. Первыми в отдел полиции Епеева обратились сотрудники кафе на улице Кремлевской. Они сообщили, что ночью их ограбил неизвестный. Из заведения пропали игровые приставки, деньги, также объектив фотоаппарата на сумму 100 тысяч рублей. Через несколько дней ситуация повторилась уже с другими потерпевшими. В отдел полиции Вишневский со схожими заявлениями обратились сотрудники одного из детских центров и фотошколы, из которых были похищены фотоаппараты и другое имущество. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Опросив свидетелей и посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Вскоре оперативники установили его личность и доставили в отдел полиции. 25-летний ранее судимый уроженец Удмуртии свою вину признал полностью. Полицейские также выяснили, что молодой человек находился в федеральном розыске за УСИН Удмуртской республики, как осужденный условно с испытательным сроком. Сейчас подозреваемый под стражей. Часть похищенного имущества изъята и приобщена к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.